Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет очень короткий видеоурок, видеоинструкция о том, как поставить логотип в виде водяного знака на фотографию. В качестве логотипа я взял логотип организации, в которой работает Интерnews, и в качестве фотографии практически первая попавшаяся картинка на сайте Pixabay. Окей. Использовать я буду программу PaintNet. Открываем программу PaintNet. Перетаскиваем обе фотографии, обе картинки на окно программы. Выбираем пункт «Открыть каждое изображение». Тогда они откроются в разных секциях, частях. Расширим окно программы, и чтобы видеть лучше. Переходим к нашему логотипу. Я скачал логотип в очень хорошем качестве. Тут 3077 пикселей на 1113. Можно чуть-чуть меньше, в принципе, но в любом случае, чем лучше качество, тем лучше и результат работы этой программы. Хорошо. Выбираем инструмент «Волшебная палочка». Нажимаем на белую часть, которую хотим сделать прозрачной, потому что эта часть нам, в принципе, не нужна. Она будет закрывать основную картинку, поэтому выбираем ее. И как мы видим, те области, которые находятся внутри букв, они не выделились. Чтобы выделились они тоже, мы должны выбрать вот этот пункт заполнения. Нажимаем, и как вы видите, выбрались все, но в том числе и вот эта часть, светло-голубая часть логотипа, которая, в принципе, не должна была быть выбрана. Мы хотим удалить только белые области. Окей, для этого можно немного уменьшить чувствительность инструмента. Как видите, на уровне 43% выбрались только белые области. Теперь нажимаем кнопку Delete. Как мы видим, вся выбранная часть стала прозрачной. Нажимаем кнопку, вернее клавиши Ctrl-Alt, чтобы выбрать все, и Ctrl-C, чтобы скопировать выбранную область. Переходим к нашей основной картинке. Для того, чтобы добавить водяной знак в виде логотипа организации, нужно сначала добавить новый слой. Вы можете включить или отключить вот это маленькое окошко, где указываются слои, либо отсюда, правая верхняя часть программы PaintNet, либо нажатием кнопки F7. Как видите, появилась. Хорошо. Первая кнопка здесь предназначена для добавления нового слоя. Добавляем новый слой. Если помните, мы уже скопировали логотип с прозрачным фоном. Выбираем тот новый слой, который мы создали. Он по умолчанию будет активным. И нажимаем Ctrl-V, то есть вставить. Теперь обратите внимание, если размер логотипа меньше или больше, вернее, если логотип больше, чем размер вашей фотографии, которую вы редактируете, то тогда программа предложит увеличить полотно. Мы сделаем сохранить размер полотна. Как вы видите, логотип уже выходит за его рамки, но мы, в принципе, можем, удерживая за угол картинки, менять ее размер. Но обратите внимание, что размер меняется непропорционально, если мы неправильно двигаем мышкой. Он будет сжиматься, либо растянут. Поэтому для того, чтобы все было правильно, то есть логотип менял размер пропорционально, то тогда нужно удерживать кнопку Shift. Нажимаем Shift, уменьшаем размер, можем перетащить чуть ближе к центру. Нажимаем Shift и уменьшаем размер до того, который нам нужен. Например, я думаю, вот этого хватит. Перетаскиваем куда хотим, где мы хотим видеть этот логотип. Например, поставим здесь. Окей. Нажимаем кнопку Enter. Логотип оказался на месте. Обратите внимание, что логотип сейчас стоит на вот этом слое номер 2.
Если мы уберем галочку, галочка пропадет, и если поставим галочку, он снова появится. То есть мы можем активировать слой. Перед тем, как сохранить фотографию с логотипом, нужно эти два слоя объединить. Для этого в этом окошке «Слои» есть четвертая кнопка с стрелочкой вниз. Она и предназначена для объединения слоев. Объединяем слои. Чтобы сохранить и оригинал фотографии, и нашу версию, мы можем перейти в пункт «Файл». Он находится в левом верхнем углу. Выбрать пункт «Сохранить как». И сохраняем наше изображение. Даем название, выбираем формат, тип файла. Тип файла, в принципе, может быть по умолчанию таким, как он является изначально, либо можем выбрать другие типы. Пусть остается JPEG. Нажимаем «Сохранить». Окей. И все. Давайте посмотрим на рабочем столе. У нас появилось теперь две фотографии с воздушными шарами. Первая фотография оригинальная. На ней нет никакого логотипа. А вот вторая фотография уже с логотипом. Точно так же можете использовать любой логотип, который вы хотите. Спасибо большое за внимание. Всем пока.